В эти дни в Сухумской городской поликлинике проходит массовая вакцинация взрослого населения. Вакцина Совигрипп российского производства защищает от сезонного гриппа типов А и Б. Прививка дает возможность иммунитету столкнуться с возбудителем инфекции и понять, как от него защищаться. А значит, организм будет готов к встрече с вирусом. Заражение не произойдет, либо будет протекать в легкой форме. По линии Минздрава нам выделили 1000 доз Совигриппа. Эта вакцина вызывает у человека формирует очень высокий специфический иммунитет против сезонного гриппа. Данная, как говорится, вакцина, она без концентратов. Возрастного ценза у нее нет. 60 и выше. Ежедневное посещение людей в процедурный кабинет на вакцинацию составляет где-то от 10 до 20 человек. Имеются еще бригады, которые выезжают по определенным объектам, вот именно где связано по роду учебной профессиональной деятельности, где большая численность. По данным ВОЗ, последствиям вирусов больше всего подвержены пожилые люди с хроническими заболеваниями, маленькие дети и беременные женщины. Даже у молодых здоровых людей грипп может спровоцировать серьезные осложнения. Бесплатную вакцинацию в поликлинике могут пройти все желающие, не имеющие противопоказаний. Сделать прививку от гриппа в городской поликлинике может любой гражданин Абхазии, независимо от места жительства и прописки. Для этого даже не требуется иметь с собой паспорт. Массовая вакцинация проводится и в детской поликлинике. Делать прививку от сезонного гриппа можно детям с 6 месяцев. Через неделю-две начинает вырабатываться стойкий иммунитет против инфекции. 10 ноября этого года мы получили противогриппозную российскую вакцину Ультрикс. Она идет без консервантов, специально для детей. Вот это тоже довольно такой значительный факт, положительный факт вакцина. И на самом деле никаких побочных действий не было. Единственное, это небольшая болезненность в месте укола этой вакцины. И то она была где-то, по нашим данным, у 3-4 детей. А также несколько дней назад мы получили еще вторую российскую вакцину Совигрипп. Они, конечно, все апробированные вакцины, уже не первый год мы их получаем. Вот, так что мы хорошо с ними знакомы. И я хотела бы сказать родителям, чтобы они не опасались, приводили своих детей. Это и наш вакцинальный кабинет в поликлинике всегда открыт до 5 часов. Пожалуйста, можете прийти. Ребенок будет обследован и направлен в вакцинальный кабинет. Малышам от полугода до 3 прививка ставится в ножку, детям старше 3 лет в плечо. А ты куда пришел? Из дома. А куда ты пришел? В больницу. А что ты будешь делать в больнице? Даниэлю укол надо делать. На прививки часто мама тебя водит? Да. А Даниэль не делает. А ты делаешь, да? Да. Далеко не все родители спешат делать своим детям прививки. Кто-то опасается, что лишний поход в медучреждение увеличит риск заражения ковидом. Другие считают, что прививки от гриппа сейчас вообще не нужны. Врачи, напротив, убеждены, что в условиях пандемии важность вакцинации от гриппа возрастает. Ведь это возможность избежать осложненной двойной инфекции. Или еще хуже, если человек переболеет за сезон и гриппом, и коронавирусом. Общий уровень вакцинации в этом году, он ниже, чем в прошлые годы. Ну, видимо, это как-то связано с некоторыми опасениями у населения. Вот на сегодняшний день, уже прошел месяц, можно сказать, мы вакцинировали всего по городу Сухум около 300 детей разных возрастных групп, включая школьников и маленьких. Вот это, конечно, небольшая цифра. Хотелось бы, чтобы она была выше. Всемирная организация здравоохранения, она этот год провозгласила под таким девизом, что отказ от вакцинации – это одна из самых глобальных угроз человечества. То есть родители должны ответственно подходить к этой проблеме. Конечно, сейчас есть опасения в связи с нашей коронавирусной инфекцией, но если какие-то опасения у родителей есть, мы можем здесь у себя провести дополнительные тесты
чтобы исключить коронавирусную инфекцию и спокойно провести вакцинацию от гриппа. Министерство здравоохранения Абхазии приобрело 15 тысяч доз вакцин. Прививку от гриппа можно сделать бесплатно в районных больницах и поликлиниках. Эсма Голандзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.